7 шейхов, 7 эмиратов. В каждом государстве есть свой правитель, свой шейх. Чуть позже расскажу немножко о этой стране. Хочу сказать сначала о шейхе Аль-Мактуме. Шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум с 2006 года управляет Эмиратом Дубая. Также он не только шейх Дубая, он является вице-президентом этой страны и премьер-министром. Так что у него еще 2 ответственные должности. Правая рука президента. Президента этой страны зовут также Мухаммед, но фамилия Аль-Нахьян. Это королевская династия семьи Аль-Нахьян, которая управляет Абу-Даби. Так что вот не путайте. Дубай свой шейх, Абу-Даби свой шейх. Это 2 разных человека. Страна состоит из 7 эмиратов. Хочу даже не то что показать, рассказать, но, наверное, показать. Этой страны. Они меняют денежки, они делают пластиковые. Эти деньги не горят, но не пробуйте, не поджигайте. Плавятся. В пепел не превратятся, но превратятся в пластмассу. Они как клеенка, новые деньги. Очень удобно, можно купаться. В кармашке положил и купался на море. Уже давно пора Эмиратам было поменять деньги. Страна у моря. Здесь изображено событие, которое произошло 2 декабря 1971 года. 7 шейхов собрались под единым флагом и подписали декларацию о создании страны. Вот шейх Зайд, основатель этой страны, который подписал эту декларацию. О нем еще поговорим, а сейчас хочу, чтобы вы посмотрели направо. С правой стороны виднеется парус, велик парус одинокий. Это гостиница, которая самая дорогая в мире. Мы поедем к парусу, также пофотографируйтесь на фоне паруса после пальмы. Так как пляжная зона в Эмирате Дубай всего лишь 70 километров, и она вся застроена, больше нету места, но все хотят отдыхать у пляжа, шейх Мухаммед принял решение насыпать острова. Сделали тендер, во всемирном тендере победила компания с Нидерландов. Компанию назвали Нахил. Нахил на арабском означает пальма. Так переводится это название. Пальмовый остров попытались сначала насыпать песком с пустыни, так как песка полно, сыпь не хочу. Также здесь есть горы Хаджар, так называется хребет гор, который тянется с султаната Оман, с Мусандама и уходит далеко в султанат Оман, разделяет как бы эту территорию на 2 части. Так вот, песок навредил морской фауне и флоре, и Гринпис беспощадно штрафовали шейха Мухаммеда. Шейх Мухаммед не отказывается от своей идеи насыпать этот остров, но проект значительно подорожал. Пришлось заказать специальные баржи-пылесосы, которые приплыли с Нидерландов, с Голландии. Именно эта страна уже покорила море и засыпали множество островов. 30% их суши было когда-то море. И голландцы пылесосили морское дно, снимали 10 сантиметров грунта, и с помощью спутников, новых технологий по системе GPS насыпался этот остров. Мы как бы едем внизу, поэтому не можем видеть сверху, но я уверена, что много с вас, кто залетал на самолете, рекомендую, когда будете вылетать, содержится на сваях. Поднимаем здесь море, остров насыпан в море, и как, где? В Венеции, в Италии этот отель сделали на сваях. Удалось поднять высоту. Примыкает к этому торговый центр, к этой гостинице. Сверху гостиница имеет великолепный бассейн бесконечности, называется Infinity Pool, и также смотровую площадку. Если кто желает, есть еще время, вы можете подъехать, зайти в гостиницу Сент-Риджес. На 2-м этаже есть кассы, продаются билеты. Купить билеты, подняться на смотровую площадку. Сверху очень красивая панорама, как самые дорогие виллы. Минимальная стоимость на одну виллу где-то от 40 миллионов долларов. Представьте себе. Стоимость жилья на Пальме. Самая дорогая недвижимость – это Пальма. Впереди нас виднеется гостиница «Атлантис». Когда насыпали этот остров, бушевала буря Шамаль. 2005 год. Размывала листья пальмы. Нужно было срочно защитить.
и защитили этот остров волнорезом. Волнорез — это обруч, это такой себе круг, который вокруг пальмы защищает этот остров полностью от большой волны. Сделаны специальные туннели для прохода воды. Слева мы видим, взлетает, вернее приземляется уже вертолетик, там проходят вертолетные экскурсии. Так что если кто-то хочет полетать, облететь этот остров,